Новые цветы, свежие зеленые листья, теплое солнце. Словом, весна, друзья. Рада снова приветствовать вас на канале Даамду, вкусный, тести Кыргызстан, и поздравить вас с наступающим праздником Ноурус, который знаменует собой приход весны. Все мы привыкли готовить к праздничному столу сюмелек и бурсоки, но в этом году хотим немного разнообразить наш дастаркон и добавить туда что-то очень уникальное прямо из авторского сборника старинных рецептов, который притягивает нас своей историей. Эти блюда, напитки были забыты на протяжении многих лет, и теперь мы можем открыть для себя новые вкусы и традиции. Вы бы знали, сколько здесь всего интересного. Да, все, решено. Отправляемся к джиратманам Ассоциации креативных индустрий, чтобы объявить среди них праздничный челлендж. Всем привет! Поздравляю вас с наступающим праздником Ноурус. Знакомьтесь, Асель Умарова, коммерческий директор самого крупного в Кыргызстане онлайн-кинотеатра отечественных кинофильмов «Этномедиа». В народе его еще называют кыргызским Netflix'ом. Платформа также создает персонализированную систему рекомендаций на основе рейтингов, чтобы предсказывать заинтересованность пользователя в том или ином фильме. И в честь этого праздника мы сегодня хотим сделать такой небольшой эксперимент. Ко мне пришла такая замечательная книжка. Здесь собраны все древние забытые рецепты нашего кыргызского народа и вообще кочевых народов. Решили устроить такой челлендж среди джиратманов, и мне выпала честь быть первой. Эта книжка очень такая интересная. Здесь собраны очень много рецептов, о которых мы даже, лично я никогда не слышала. И как мне сказали, эти рецепты были собраны чуть ли не с уголков всего мира, где находятся кыргызы. Давайте мы сегодня посмотрим, выберем с вами один рецепт и попробуем приготовить. Я нашла тут такой замечательный рецепт, называется убай-чай. Так как я все время на работе, мне нужно приготовить то, что я могу сделать на скорую руку. Значит, это излюбленный напиток аксакалов. Это чай с крутом. Я слышала о чае с молоком, но с крутом я никогда не слышала, поэтому для меня очень интересно сейчас, как все получится. Для ингредиентов нужны всего пару вещей. Это крепкий чай, 1 литр, курут 100 граммов, свежая сметана или сливки 50-70 граммов. Давайте готовить. Нам нужно сначала заварить чай. Нужно размочить курут в горячей воде, добавить сливки, перемешать и поставить в теплое место. Удобную емкость. Добавляем горячую воду. Наверное, нужно, чтобы она немножко покрылась. Слава богу, наш кыргызский народ любит кыргызское кино, и они предпочитают ходить на кыргызские фильмы, тратить свои деньги на просмотр кыргызских фильмов, нежели на зарубежные. Им большое спасибо. И как раз Этномедиа — это, получается, стриминговая платформа, которая позволяет смотреть кыргызские фильмы для тех, у кого нет возможности посетить кинотеатр, или они находятся за границей, или они находятся в регионах, где нет вообще кинотеатров. Сегодня онлайн-кинотеатр насчитывает более 1 миллиона подписчиков по всему миру. Основателем платформы является кинорежиссер и продюсер Сююн Откеев. Вчера мы смотрели, у нас уже более 700 тысяч пользователей. Это те, которые один раз скачали, зарегистрировались, посмотрели, зашли. Уникальных покупателей у нас, активных, более 200 тысяч. А в чем уникальность вашего креативного бизнеса? Уникальность в том, что, мы были первыми, мы сами разработали, то есть наши IT-специалисты сами разработали эту платформу. У нас есть, получается, сайт, мобильное приложение на базе Android и iOS. И также мы с прошлого года уже тестируем ТВ-приложение для Smart TV.
Вот, то есть сейчас можно уже скачать приложение, если ваш телевизор на базе андроида, можно скачать наше приложение и смотреть с телевизора. Мы собрали практически 90% всех фильмов, которые были произведены в Кыргызстане, начиная от советского времени, заканчивая сегодняшним днем. И мы даже сейчас собираем короткометражные фильмы, чтобы была возможность монетизировать эти короткометражные фильмы. Так, У нас почти что готово, да? Готово, да. А скажите, бизнес прибыльный? Мы больше года работали в минус из-за того, что это было востребовано, актуально, особенно после пандемии. Приложение стало популярным, быстро набрало достаточное количество пользователей. Вот. Нам повезло, что курут мягкий, мы его быстро можем разносить. Производитель хороший, значит, оригинальный курут. Да. Без добавок. Да, точно. То есть теперь будем знать, да? У кого производителя брать этот курут. Да, обращайтесь в личку, мы подскажем, у кого покупать нужно. Так, наши сливки. Так, и теперь нам нужно оставить его немного в теплое место. А на сколько минут? Так, я думаю, что на минут 10. Вот я вернулась. И теперь нам нужно сделать, смешать наш чай вместе с тем, что мы получили в итоге. Такой интересный оттенок, красивый, как кофейный, да? Да, фото кофе, да? Да, я, кстати, прочитала, вот есть комментарий к этому рецепту, что он очень полезный напиток, потому что если вы простудились или у вас какой-то, грипп, да, ОРВИ, или вы простыли, вот этот напиток считается лечебным, то есть если его пить в этом состоянии, он поможет быстрее вылечиться. И по рецепту мы должны теперь прокипятить вот этот напиток еще несколько минут на огне. Но так как у нас в офисе огня нету, я воспользуюсь микроволновкой. Скоро вернусь, да, не уходите. Его подают, оказывается, с горячими лепешками, мурсоками. Но мы сегодня будем пить его просто. Очень вкусно. Очень необычный вкус. Очень необычный вкус, да. Я понимаю, почему его пили именно от простуды, потому что он сразу дает такое тепло. Да. Да, прям тепло прям растекается по всему организму. Я еще попью. Понравилось, да, вам? Мне понравилось. У меня, например, сразу чувство принадлежности к такому кочевому народу, как кыргызы. И, честно, это приятно, когда ты узнаешь новые рецепты, которые, оказывается, еще и лечебные, полезные. На этой замечательной вкусной ноте хочу вас еще раз поздравить с наступающим праздником Норуз. Пусть эта весна принесет вам много радости, счастья, мир в ваш дом, в вашу семью. И мне очень хочется, чтобы вы узнали еще больше, какие есть у нас забытые рецепты, да? И поэтому хочу передать этот челлендж, эстафету нашим членам Ассоциации креативных индустрий Чолпон Аламановой и Нурзат Дженбек. Девочки, продолжите, пожалуйста, это дело, потому что я думаю, что вы получите массу удовольствий и заодно расскажете нашим зрителям, какие еще есть интересные рецепты нашего древнего народа. Всем пока! А мы продолжаем наши походы в гости к джиратманам, чтобы разнообразить наш кулинарный опыт. Оставайтесь с нами на связи. Пока-пока!